Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 20 октября 2023 года, 20 часов по Берлину, 21 час еще пока по Джохару. С вами снова я, Аслан Арцую, на канале в YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Итак, друзья, вы собираетесь, и пока не перешел к вашим приветствиям, я хочу вам сообщить хорошую новость, которую каждый день нам преподносят Збройные силы Украины. Збройные силы Украины. За прошедшие сутки рекордная потери у русских оккупантов. С начала широкомасштабной войны с 24 февраля 2022 года по 20 по сегодняшнее число 10 октября, то есть 2023 года, уничтожено 292 тысячи 60 оккупантов, а за прошедшие сутки уничтожено 1380 преступников. 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 8 БПЛА, 1 крылатая ракета сбита, 33 автомобильной техники и цистерн. Вы представьте цифру: 120 боевых бронированных машин за одни сутки и 55 танков, 1380 оккупантов. Атакамс приехали, как говорится, подвезли новых пирожков украинцам, и этими пирожками поздравили оккупантов, которые пришли на святую украинскую землю. Друзья, я вас всех приветствую. Ичкерия, Хамзат, Довиле, Эдам, Самур, ЗСУ, Мавидин, Шамиль, Файтер Израиль. Так, одну секунду. Я вас всех приветствую. Сердечно. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы нохчик ант, дант. Ва алейкум ассалам, шавега машвовелхшу. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Спасибо, что вы поддерживаете наш путь. И все будет Ичкерия, как говорится. Так, в ТикТок комментарии отключены, друзья, так как фашисты запустили свою фабрику троллей против меня и фактически полностью отвлекают нас от ведения нашего стрима. Поэтому, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, вы можете зайти в любое время на канал в YouTube Reality-HRCI. Наберете Аслан Арцуев или Reality и найдете сразу YouTube канал. Кстати говоря, на территории фашистской России наш канал запрещен, но мне вот сообщили вчера, по-моему, или позавчера, подписчик мой мне написал, что он смог зайти без VPN на мой канал. Но только один человек сообщил, не знаю, насколько это достоверно, и может какой-то сбой произошел, или YouTube разрешил мой канал, потому что именно YouTube запретил мой канал на территории фашистской России, потому что Роскомпозор потребовал их. В противном случае на YouTube накладываются санкции, там, вплоть до запрета всего YouTube. Поэтому YouTube приходится соблюдать якобы законы фашистской России, что не делает YouTube чести. Но с другой стороны, это информационный ресурс, который очень нужен многим людям, в том числе, которые находятся в фашистской России, людям, которые против вот этой имперской фашистской заразы, которая сейчас распространяется на весь мир. Если кто-то есть в России, не обязательно писать здесь публично, чтобы у вас себя не выдавать. Вы можете написать мне на WhatsApp и сообщить мне, работает мой YouTube канал без VPN, доступен ли он сейчас в фашистской России или нет. Кстати говоря, монетизацию мне сказали отменят. YouTube
снизошел до нас, теперь ну, им какое-то время нужно, не знаю, сколько это займет времени, они сказали, но что полностью мой канал будет восстановлен. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Как-то так. Без VPN из Рашки лучше не заходить, провайдер может сдать мусорам. Да, Файтер, я полностью с тобой согласен, но люди не умеют пользоваться многие VPN, а если YouTube открыт, мой канал в YouTube можно найти, то никаких проблем это не составляет, я думаю. Просто если посмотреть видео. Так, если заходишь по уведомлению, то норм. Если захочешь найти на странице, то замок. Шамиль, вот только что предупредил. Не палиться. Ты берешь и палишься. Все, понял, принято. Заходишь по уведомлению, да, то есть по ссылке, если заходишь, да, то открыть можно. Это да, по ссылке мой канал можно смотреть. Но так, чтобы приходило уведомление, приходило, можно было найти канал, если вы набираете в поисковике YouTube. Этого нет. Ну, всячески мешают. Именно поэтому и была убрана монетизация, чтобы не было рекламы у меня. А если нет рекламы, YouTube, соответственно, не предлагает видео, и оно задвигается куда-то назад. Таким образом они с нами борются. Но если бы наш канал не запретили в фашистской России и в наше время не иметь уголовного дела от фашистской России, ну это, я не знаю, не дорабатывать, значит, парни. Девушек не трогаем, пускай они остаются в тени, а вот мужчинам уголовное дело нужно иметь, друзья. Я как счастливый обладатель ни одного, более чем одного уголовного дела, скажу, что это нормальное дело. Так, ва алейкум ассалам, дерес хуйл Адлан, машвойло. Адлан, асхо модераторович мухи тердерон. Как ты на это смотришь? Модератор Резу Аллаха, строго правил шоу, обижать никого нельзя, только мат и оскорбления, только так баним. Ну и, конечно, антиамериканизм, антисемитизм, античеченизм, антиукраинизм. Вот за это тоже мы баним. Если согласен, я тебя сделаю модератором. Если страну поменять, можно зайти. Так, ну, говорили, что нельзя, даже если страну поменять, что уже они там закрутили мне гайки, что нельзя менять, что не помогает это. Вначале, да, вначале так было. Не знаю, сейчас, может, что-то изменилось, может, YouTube снизошел ведь до нас, теперь он начал нас замечать. Хотя давно мой канал занесен в какой-то особый список у YouTube, что этот канал говорит правду, что его нужно, какую-то звезду мне там, я всех деталей не знаю, но так было, короче говоря. Ну да ладно. Давайте перейдем. Все, тогда, Адлан, ты назначаешься модератором. Парни, так, Мичуаро. Парни, назначить модератором. Назначит. Адлан, правила ты знаешь. Мат, ксенофобия, фашизм, имперская, русская пропаганда запрещены строго. Мат, оскорбления, вот эти вещи. Остальных мы не трогаем. Что бы они ни говорили, любая позиция, мы должны ее выслушивать и так далее. Так что вот так вот. Адлан. Так, если включить VPN, то можно найти в YouTube. Да, если через VPN, да, можно. Вот, смотрите, США, Украина, Израиль, Бобо и Босс. Он у нас главный претендент на блокировку. Вот, смотрите, вот этот Бобо и Босс у нас заблокирован. Ассаламу алейкум, Израиль. Шалом, Израиль. Витаю вас. Ассаламу алейкум, ассалам, приветствую всех участников беседы. Ва алейкум ассалам. А насмешки, ассалам. Хамза, ну, насмешки, ну, смотрите сами. Если что-то там говорят, ну, нужно терпеть. Есть свобода слова, и мы должны быть, более какие-то у нас четкие правила должны быть.
А так, вы модераторы, у вас есть больше полномочий, чем у меня в этом деле. Поэтому на ваше усмотрение по поводу насмешек, но постарайтесь минимум банить. Все, Адам, принято. Так. Так. Сейчас мы зайдем в Facebook. В ТикТоке очень много было комментариев. И нормальных, хороших комментариев. Но, к сожалению, я вынужден пока прекратить, пока у них не сойдет вот эта волна. Они все на работе. Запущена фабрика троллей. Мне об этом сообщили. Ну, это было очевидно, я об этом говорил до того, как мне это сообщили. Я уже это видел, потому что просто засылаются. Ну и всячески у них задача. Они не то, что меня ненавидят. У них нет этой задачи, там, любят, не любят. Это просто люди, которые за деньги готовы там, кому угодно писать любые комментарии. Поэтому временно, пока вот эта волна не спадет, в ТикТок я, может быть, не буду включать комментарии. Посмотрим. А так, короче говоря, все будет супер дело. Так, друзья, напоминаю еще раз, друзья, если не сложно, распространите, пожалуйста, ссылку и в ТикТок, и в YouTube по своим друзьям в социальных сетях. Просто вы каждый по одному разу перекиньте, и уже этого будет более чем достаточно. Все, и даже вегадук адла. Салам маршал, чири массарга салам маршал. Владимир Нохчин читает на иврите. Представляете, чтобы понимали, как к тебе обращаться. Представляйся. Так, это мне Владимир написал, ассаламу алейкум, из Израиля, да, файтер? Да, на иврите я вообще ничего не понимаю. Ни на грузинском, ни на армянском, ни на иврите. Мне это, ни на китайском. В данный момент идет митинг в Варшаве, Нохчебу, Ичкерия, флаг Цяне. Палестинский флаг есть. На палестинском митинге, да, они собрались. К большому сожалению, запущена такая, ну, это нельзя по-другому просто объяснить. Абсолютно никак по-другому это объяснить нельзя, потому что вот на разных митингах, которые проводят арабы, появляются один-два человека с ичкерийскими флагами. Вчера этот флаг был тагутским, демократическим, вражеским, кафирским, я не знаю, каким только угодно. Волк на этом флаге считался чуть ли, я не знаю, самым большим исчадием ада для них. Теперь же эти люди, и в основном посылают молодежь какую-то, или же женщин, которые закрывают лица, и поднимают наш флаг. Эти люди не приходили на митинги, когда мы здесь проводили митинги, когда здесь Хангашвили убили, который защищал нашу страну, когда мы их звали. Но вот когда сейчас русским это нужно, эти люди выходят. Я не утверждаю, что там все люди, которые работают на Россию. Но я утверждаю, что это нужно России. И это делается в угоду России тем, кто это организовывает и подбивает. Да, может человек какой-то из личных побуждений пойти на этот флаг. Пожалуйста, оставьте наш флаг, наш тагутский флаг. Понимаете, как вы его называете? Он не тагутский, он наш флаг. Ну, я не знаю вообще, что такое значит тагутский, но вообще вы так говорите, поэтому я повторяю. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Сейчас эта волна начинается. К большому счастью, волна эта идет на спад. Арабская волна по всем митингам. И у них ничего не получится, как мы предполагали. У них ничего не получится. Но факт то, что все, кто выйдут с ичкерийскими флагами и засветятся на этом митинге, во-первых, вы наносите вред нашему делу, нашему государству.
поднимайте свой черный флаг или какой у вас там он флаг есть, наш ичкерийский оставьте. Вы Ичкерию считаете там исчадием ада, плохой там и так далее, и так далее. Поэтому толку от вас ни для чеченского народа, ни для нашего государства и так никакого не было. Поэтому сейчас хотя бы не вредите, не вредите. Ну, сами себе в первую очередь, потому что в любом случае все будут депортированы. Здесь, вероятно, тысячи людей будут депортированы. Тысячи, я так предполагаю, слышу разную информацию с разных источников. И предполагаю, что тысячи людей, тысячи, уже попали в списки. И в основном это все прорусские. Но есть и полезные товарищи, которые попадут под этот замес. К большому сожалению, люди не слушают нас. К большому сожалению. Так. Аслан, в данный момент, так, ассаламу алейкум. Аслан, бех мобиле, если что, сунху аджукти ау лятцу аль-махезна бa'дуиз. Ва алейкум ассалам бамуттава. Жукти ау цалятцуай, вая нис ау, баку ау лятца, вай жуктш дац, американч дац, немч дац, папуаш дац, вай нохч сду. Кидео. Иду, а хун хеззага, он дукома зердон суалац. Ты даже не представляешь, как много. Я сам про себя узнаю так много нового, что самому будет интересно. Да, это Владимир написал приветствие. Так, Владимиру тогда шалом еще раз. Я тоже смотрел видео, где девушки надели какие-то арабские платки с ичкерийскими палестинскими флагами. Да, есть такие. Немного, правда, но есть. Ну, как говорится, кто хочет покончить жизнь самоубийством, помешать мы ему не можем. Кто хочет уехать в фашистскую Россию, тоже помешать мы ему не можем. Мы можем просто посоветовать этим людям не делать этого. Ну, раз люди делают, флаг им в руки, только не наш, конечно, а какой-нибудь другой. Пускай они поднимают флаг Эмирата Кавказа рядом с палестинским флагом. Пускай какой хотят поднимают. Аслан, вы эрду земна хетна бог, какой нации будешь, она ответила, дек ознается. Да, да, совершенно верно, я слышал это. Ома уэльш, дек аз ома ал. Да, багдуис. Дек аз аммаду, миск аммаду, дал мула. Мех доша душун, телуш душун, демел дола телуш душун. Сегодня лидер партии Ликуд, Амир, забыл его фамилию. Сейчас, подождите, то будет это неправильно, если я не назову его фамилию. Амир Вейтман, лидер израильской партии Ликуд. Вы видели это видео, которое есть у нас на канале, где он говорит, что Россия ответит, и Россия является пособником того преступления, которое совершается против Израиля. Абсолютно, стопроцентно это правда. На день рождения путинские миньоны в лице ЧВК Вагнер, ЧВК Хамас, от Вагнера особо не отличаются, совершили подлую, жестокую, невероятно подлую акцию убийства абсолютно безоружных людей, просто уничтожение людей. Ну, в принципе, у них это считается нормальным. И бежали потом, спрятались в секторе Гази. Теперь сектор Газа провокация, самая настоящая, подлейшая. Просто подставили свой народ. Бедный, многострадальный арабский народ Палестины, который на свою голову сам же избрал вот этих хамасовцев, надеясь, что это какие-то заступники. Но за прошедшее время, с 2006 года они избраны, за прошедшее время авторитет, уважение к Хамас уже даже в секторе Гази уже 50 на 50, потому что абсолютно коррумпированная, абсолютно беспредельная организация, даже по отношению к своим же. Поэтому ничего удивительного, что так называемый, не хочу даже эти названия произносить, там джихад, например, это джихад, это борьба, священная борьба за святое, за священное. Джихад это было то, что было у нас дома, когда мы боролись за свою землю, за свою свободу против русских оккупантов.
Так вот, исламский джихад, так называемая организация, да, как ЛДПР есть такая, либерально-демократическая партия, да, и либеральная и демократическая партия Жириновского. Ничего либерального, ничего демократического в этой фашистской организации не было. Точно так же, как нет в этой организации ничего связанного ни с исламом, ни с джихадом. Это самые настоящие террористы из исламского джихада. Они запустили ракету по Израилю. Она упала, они рядом, недалеко от больницы ее запускали. И она не полетела, и самодельные ракеты, или может русские им дали, тоже особо нехорошего качества у русских ракеты. Она упала на парковку на территории больницы. Погибло много людей, сообщается. Не знаю, 500 или нет, потому что мне трудно поверить, когда сгорело там 10-15 машин, и что погибло 500 человек, трудно в это поверить, учитывая того, как Хамас, что они террористы и лгуны, трудно в это поверить. Именно об этом Хамас сообщает. Но факт остается фактом, что погибли люди. Приносим свои глубочайшие соболезнования всем родным и родственникам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Но нужно понимать, что вот эта ситуация, она будет дальше развиваться, дальше эскалировать. И конец фашистской России не за горами. Но, к большому сожалению, нас ждут еще большие потрясения и, вероятно, большие жертвы. Большие жертвы. Ну да ладно, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Почему ты не можешь помочь, ведь ты же правозащитник, ты должен помогать всем, несмотря на ношение бороды, хиджаба или никаба, или лысину, или те люди не нарушали закон там, где они проживают. Карфаген, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я правозащитник и помогаю всем, кому я могу. Мне звонят очень много людей в день. Я не спрашиваю, есть ли у тебя борода или нет. Хотя мне и такие тоже звонят, которые там большое вступление делают перед тем, как поздороваться. Ассаламу алейкум, раматуллахи ва баракату, та'ала ва баракату, абсолютно мне без разницы. Если нужна людям помощь, я оказываю эту помощь. Я не понимаю, почему у вас, вот тех людей, которые представляются сторонниками религиозного какого-то там своего течения, своей религии, я бы даже сказал, почему у вас принято лгать все время? Объясните мне. Ведь в исламе говорится, что ложь это зло, это нельзя делать. Почему у вас принято лгать, переиначивать моменты, искривлять действительность? С чем это связано? Вы дискредитируете нас, мусульман, понимаете? Мы перед всем миром хотим показать порядочность, честность, хорошесть своей религии и своей нации. Вы же нас постоянно дискредитируете. Карфаген, зачем ты это делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Кто сказал, что я не помогаю бородатым или в хиджабах там и так далее? Объясни, пожалуйста. Сейчас в Израиле на телеканалах на фоне визитов поддержки европейских лидеров Израиля и принятия законов ЕС, наказывающих за поддержку террористов, израильтяне предполагают большую чистку ЕС. Да, как раз я об этом и говорил, Файтер. Большая чистка, она уже началась. Списки составляются всех людей, кто поддерживает террористов из ЧВК, российско-иранской ЧВК Хамас, они поедут в свою родную, кстати говоря, мне тут, в свою родную Россию. Кстати говоря, мне тут один пишет, что я еврей, что я там за евреев, еврей там, чеченоговорящий и так далее, а потом говорит, я еще и кадыровец. Я хотел бы вам сказать, это вы, которые поддерживают террористов Хамас, кадыровцы, вы прорусские, понимаете, а не я. У меня своя жесткая, четкая линия, которой я придерживаюсь и буду придерживаться. А вот у вас да, не поймешь, логика нарушена напрочь. Я или еврей, или кадыровец, вы определитесь, потому что кадыровцы, они против евреев, как мы уже это видели. Так. В Швеции вполне возможно могут депортировать тех, кто поддерживает Хамас. Самур, во всей Европе это произойдет. Все, кто сейчас выходят на эти митинги, поддерживают. И особенно это касается в
выходцев с фашистской России и, к большому сожалению, чеченцев. Ва алейкум ассалам, справедливый человек. Почему в муке? Или в муке? Не знаю, что ты там хотел сказать. Горский еврей Арцуев топит за евреев, говорит, Амзат удалил. Ну, молодец, Амзат, ты там. Мне абсолютно это не задевает. Мне наоборот, мне нравится, когда они меня называют евреем. Потому что у евреев сложилась такая хорошая, или они сами это сделали, или так в мире уже принято, потому что они реально умные и способные, что они умные. Да? И если про тебя такое говорят, они обычно говорят, что я тупой, дурак, все такое. Когда они говорят евреи, это они как бы компенсируют то, что они меня называют дураком. Поэтому пусть все чеченцы знают, кто я. И это можно узнать вот так. Мы, чеченцы, друг друга узнаем за 2 секунды. 2 словами, одним звонком мы выясняем, кто, чей. Поэтому абсолютно я не парюсь по этому поводу. Пусть пишет, да. Джихад вообще объявляют из Саудовской Аравии, и то должна быть серьезная причина на это. Я, Самур, являюсь мусульманином, и мне не нужно. Джихад есть 2 типов, да, это самим собой, то есть борьба со своими слабостями, страстями и так далее. Это большой джихад называется. И малый джихад это защита своей родины, страны, это ведение войны. Мне не нужно, чтобы какие-то саудовские там непонятно кто, я абсолютно не считаю для себя авторитетами. Мне указывали, воевать против русских или нет. Значит, если мне Саудовская Аравия скажет, это не джихад, а джихад я не вкладываю то, что вкладывает туда вот этот исламский джихад или Хамас там, или другие террористы, я вкладываю это свое чистое понимание в это слово, в этот термин. Мне не нужно Саудовская Аравия, чтобы мне что-то указывало. Саудовской Аравии надо самой указывать, что ей делать, потому что ведут они себя очень нехорошо. Поэтому для меня они не авторитет. И я думаю, для чеченцев тоже. Мы не менее или более даже древний народ, чем арабы, палестинцы или саудиты. Нас это как-то сами с усами, как говорится. Ну, некоторые у нас сейчас без усов, с бородой, но все же. В этот палестинско-израильский конфликт многие горе-оппозиционеры, так называемые, как и ожидалось, напали призывать к джихаду против евреев. Справедливый человек, было бы справедливо, если бы ты говорил бы не палестинско-израильский конфликт, а хамасовско-израильский конфликт. Потому что именно Хамас спровоцировал этот террористический акт и убил более 1000 человек и захватил много людей в заложники. Поэтому палестинский народ я считаю жертвой. Как сегодня я считаю в заложниках. Конечно, не сравнивать некорректно, потому что палестинцы выбирали себе, арабский народ Палестины выбирал себе на выборах, терпел этих людей и так далее. А нам после кровопролитнейшей, тяжелейшей войны навязали вот этих террористов в лице Кадырова. Но знаете, если бы, например, Россия не напала бы на нас, не совершила бы на нас, против нас вот ужасное преступление, то у нас не было бы никакого Кадырова. И чеченцы абсолютно не поддерживают Кадырова. Кадыров ноль. Абсолютно он ничего не представляет из себя. Он абсолютно управляемый человек. Это просто ширма, маска такая, которой прикрываются ФСБ, ГРУ, чтобы убивать людей. Вот и все. И вот эти люди, которые пишут комментарии, там, оскорбляют меня, угрожают мне, что там моя кровь дозволена, там выносят какие-то фетвы, там еще 3-10. Я абсолютно, я понимаю, что за этим стоит ФСБ и ГРУ. И сейчас им нужно сделать так, чтобы в случае их ликвидации меня, чтобы это представили как какой-то там это сделал там, что это нужно каким-то мусульманам там, и так далее, и так далее. Это абсолютно чеченцам, не мусульманам не нужно меня убивать. И вот такие вещи они распространяют, делают и прикрываются вот этими всеми своими религией,
грубо говоря, религия прикрывается. Ну, вот такие вот они. Так, давайте дальше. Арабы в свое время продавали евреям свои земли, теперь плачут. Так, это у нас была Баунти. Ненавижу ложь. Амзат сейкион вайшини. Ассаламу алейкум Астрахань. Алейкум ассалам. Наш Казе, наш Астрахань, наш. Ты этими. Ассаламу алейкум Астрахань, наш Казахстан. Аллах, Казахстан. Ты прав, после деоккупации на Кавказе надо создать государство, чтобы религия не была государственной идеологией. И тогда влияния Саудовской Аравии не будет. Да, Саудовская Аравия это угроза для, на мой взгляд, для Кавказа. Не нужно им и со своей идеологией нам лезть. Старое название Астрахани это Аштархан. Наш флаг с волком на полотне назван священным флагом, то есть Газуат Байрак. Но и эти саляфы-ваххабиты выдают его за свой флаг, имаратскими убеждениями под тагутским флагом. Смешно. Да, ну почему сейчас начали прикрываться, вот я не могу понять. У меня логике моей не поддается. Вот есть флаг, да, ичкерийский флаг. Вот здесь у нас ничего нет, по идее. Кстати говоря, про кепки я вам тоже скажу сейчас. Вот здесь, смотрите, у нас волка нет, по идее. Флаг просто вот зеленым вот здесь должен быть, вот на этом месте. Во время войны Аслан Масхадов как-то появился в эфире, и сзади него был флаг, вот этот флаг, и вот здесь такая черная, такой овал такой был, и на ней написано «Ла илляха илляллах Мухаммад Расуллах». Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его пророк. И во время войны, когда Аслан Масхадов это делал, этому было объяснение, потому что враг был очень силен, коварен, жесток, и выйти на войну против фашистской России это было практически самоубийство. Победить, кто-то не понимал, но абсолютно это было очень сложно. Практически невозможно, как мы сейчас увидим, в военном плане не получилось тогда. И понятно, что вот этот флаг тогда появился, и Аслан Масхадов, там они делали то, что у них было, да, политика, искусство возможного. И они исходили из той возможности, которая у них была. Сегодня же, потом, когда Имарат Кавказ объявили, там появился уже другой флаг, и в итоге наш флаг, нашу Ичкерию все гасили, пытались там уничижительно о ней говорить, там третье, десятое, всякое было. Волк это тагут, это зло, там так далее. И вот возникает ситуация, если эти люди искренне в своих намерениях, если они на самом деле считают это каким-то исчадием ада, этот флаг, что наша демократия это зло, оставьте это в покое. Раз они не оставляют в покое, значит, если они с нашими флагами выходят на митинги, поднимают эти флаги, прячутся за них, то возникает вопрос о лицемерии этих людей. Значит, они не искренни в своих побуждениях. Правильно? По логике так выходит. Если ты придерживался этого, или ты осознай, что этот флаг наш реальный, а другого у нас нет. Во время войны, который там Масхадов поднял, вы туда не поехали его поддержать, когда он этот флаг поднял. Сейчас его уже поднимать нет смысла. Понимаете? Сейчас уже никто не воюет в горах Ичкерии. Поэтому в любом случае вы все граждане Чеченской Республики Ичкерия. Нравится вам это или не нравится, если вы вернетесь к закону, к порядку, да, пожалуйста, поднимайте этот флаг. Но наша власть в лице президиума, правительства, которая имеет прямую связь от отцов-основателей нашего государства, которые основывали наше государство, вот Аяд Идига, другие там люди, которые там есть, они заняли позицию, они официально сделали заявление, обращение к тому, что мы не поддерживаем террористов Хамас, что это провокация, совершенная Хамас, что призывайте к миру и так далее, и так далее. Вот если же вы стоите на этой позиции, стойте на этой. Нет,
оставьте наш флаг в покое. Понимаете? Вот и все, вот и вся ситуация. Вы имеете право, несмотря на то, что наше правительство сказало, что она занимает такую позицию, вы имеете право, конечно, занимать позицию палестинцев, занимать позицию там, израильтян. Вы имеете на это право, у вас есть право выбора. Но тогда не прикрывайтесь нашим флагом просто. Вот и все. Вот и все. Я тоже сейчас пойду сейчас на израильский митинг и подниму ичкерийский флаг. Вот вам отместку, чтобы вы знали. И это будет наш флаг, ичкерийский. Потому что я на этих позициях стоял, стою и буду стоять. А вы прыгаете туда-сюда, туда-сюда. Ну, или это провокация Ну, я это как провокация рассматриваю. Ну, или, я не знаю, нет большого ума это делается. Добрый вечер, Асань, всем присутствующим. Сюрдик Хулт. Добрый вечер, Георгий, витаю. Нагай это казах, казах это нагай. Нагайцы красавцы, молодцы. Респект и уважуха нагайцам. Оставьте Астан постгеноцидным нагайцам, как-никак братья казахам. Так, Саудовская Аравия вроде как никак сотрудничает с США. Мне все равно, с кем сотрудничает Саудовская Аравия. Я считаю, что от Саудовской Аравии исходит для моего народа угроза вот этой их экспортной идеологии. Внутри же у них отрубание голов, там все у них как положено идет. За прошедший год, по-моему, в прошлом году, в 2022 году, более 100 человек за идеологические взгляды они по закону казнили. Такая вот информация здесь пробегала. Просто невероятно, да? Они уверены, они, значит, в своей идеологии, раз они казнят людей за свою идеологию, за то, что человек других взглядов. Нагайцы воюют за русский мир. Настоящие нагайцы не воюют за русский мир. Нагайцы не предатели. Не надо за весь народ здесь говорить. Я убираю ваш комментарий и выношу вам ланд предупреждение. За русский мир также нагаец, может сказать, воюют чеченцы, посмотрев, как кадыровцы там изгаляются. Один блогер есть нагаец-предатель. И я абсолютно уверен, что среди нагайцев есть абсолютно подрусские товарищи. И ничему не удивлюсь, но речь не идет о народе. Народ не трогаем, друзья. Для восстановления Ичкерии нужна военная поддержка Турции, поддержка чеченцев Турции, Европы, России. Баунти? Нет, конечно. Турция нам никогда не помогала. Турецкий народ помогал. И нам не нужна поддержка Турции. Нам не нужны плохие отношения с Турцией. Мы с глубоким уважением относимся к турецкому народу. Но нам нужна поддержка от Соединенных Штатов Америки. Вот что нам нужно. Я бы поднял наш флаг на еврейском митинге, только евреи почему-то не митингуют. Но митингуют, я видел, проходили у нас здесь в Германии где-то. Ну и в принципе евреев не так много, во-вторых, они сейчас все собираются и летят воевать, вылетают. А так было бы хорошо, если бы проеврейские митинги были бы. В Америке были такие небольшие митинги, друг против друга, кстати, про палестинские и про израильские митинги были. Но в Саудовской Аравии нет никаких прав человека, если за инакомыслие казнят людей. Ну вот я такую информацию читал. Не знаю, насколько она достоверна. Георгий, я задумался, сколько же русистов, те, которые убивали чеченцев в Ичкерии, сгинуло в Украине. Слава ЗСУ. Хамзат, абсолютно с тобой согласен. Вейчирц Аяшвик. То он Украинюк. Слава Украине, слава ЗСУ. И всем, кто искренне, бескорыстно сражается против русских оккупантов из числа наших людей. Справедливый человек. Я
подтверждаю то, что ты говоришь, потому что, да, это правда, казахи тоже принимают участие в войне против Украины. И, ну, так сложилось. Сейчас мир не делится по национальному, религиозному и какому-то там расовому, этническому признаку. Мир поделился на добро и зло. Все, кто с Россией и за Россию, это зло. Все, кто за Украину, то добро. Вот и все. Все легко и просто. Это не значит, что нет там проблем, там у нас на нашей стороне, на стороне добра. Но в общем это так. Я так считаю. Такс, такс, такс. Россия в первую очередь отправляет малые народы, малочисленный народ, Самур, будет правильно, да? Именно так. И всегда так было. Все народы, кроме русских, всегда посылались на убой. Это так всегда было, к большому сожалению. При том, что казахи в Астраханской области меньшинство. Точнее, хочет побольше из малочисленного народа отправить. Да, не только те, кто за Россию зло, еще те, кто за Китай и Иран. А вот терпеть не могу тех, кто против всего плохого и за все хорошее. Корзов, я абсолютно с тобой согласен, потому что вот эта ось зла, Россия, Китай, Иран, это и есть, они же, за Россию же эти же считаются, поэтому вот о них и речь. Просто знаешь, что я хочу сказать, Аса? Если были бы эти казахи в составе Казахстана, не гибли бы за русский мир и не причиняли бы урона украинцам. Именно поэтому Россия должна быть развалена. Да, ну кто ее будет разваливать, справедливый человек? Кто ее будет разваливать? Русские и некоторые народы оккупированные не хотят, как мы видим. Бурятов тоже меньшинство, меньше русских. А сколько бурятов едут воевать? Смотрите, Самур, справедливый человек, нам про казахов показывают, нам про бурятов показывают, нам про кадыровцев показывают, про осетин показывают, про абхазов даже показывают, которые вообще там с гулькин нос. И при всем при этом такое впечатление складывается, что их так много. На самом деле это тоже пропаганда. Больше всего воюют всех, кого они могут туда загнать. Ну, большинство, конечно, есть там татар очень много есть, кавказцев очень много есть. Ну, много кого там можно собрать. Ну и, конечно, русские, как большинство, они тоже есть. И идут в основном как добровольцы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. 1380 за прошедшие сутки уже потеряли. Турция под руководством Эрдогана предала Азербайджан 2 года назад, хотя Эрдоган утверждал, армия Турции это армия Азербайджана. Но на деле перед самой победой Азербайджана договорился с Путиным. Эрдоган вынудил Азербайджан остановиться, опустить на свою территорию русских террористов, которые назвали миротворцы. Сейчас Азербайджан самостоятельно, без Турции, за сутки решил в Карабахе. Файтер, я не знал этого. Я не знал. Но Эрдоган, я очень хорошо отношусь к турецкому народу. Пожалуйста, не путайте. Мне не нравится политика ни Эрдогана, ни вот нынешней турецкой власти, вот эта политика, которая ведется, заигрывание с Путиным и так далее, и так далее. Поэтому для меня это, конечно, откровение, то, что ты сейчас говоришь, но не удивлен особо, не удивлен. Так,
поддержка Турции, если она будет содержать какие-либо опасности для Чечни или Кавказа. Андро, я считаю, что Турция сейчас ведет политику большого Турана, и таким образом нас, кавказцев, хотят включить в этот Туран, потому что у нас на Кавказе очень много проживает тюркоязычных народов, хотя я не знаю, кто из нас в большинстве, они или мы. Я имею в виду, мы это все не тюркоязычные, и грузин в том числе, а вот, ну неважно в любом случае, но больше кого или нет, но я считаю, да, я считаю, что вот этот проект Тюран, он нам не нужен, нам, кавказцам, нам, чеченцам, грузинам, другим народам, кто не является тюркоязычным. Да и тюркоязычным, я думаю, он не нужен на самом деле. Какие-то националистические чувства это будет возбуждать в этих тюркоязычных народах, но при этом они будут второго сорта. Мы должны быть абсолютно независимые и не под каким влиянием. Мы должны стать союзниками Запада, США, Великобритании. Это мое личное мнение. Это мое личное мнение. Все, что я говорю здесь, не относится ни к президиуму, ни к политикам, ни к власти, ни к кому. Я здесь говорю только, чтобы еще раз и еще раз. Это мое личное мнение, как общественника, как правозащитника, рядового гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Вам ночью надо смотреть на Азербайджан и делать выводы. Не понял, что ты имеешь в виду. Азербайджан может и на нас смотреть и тоже делать выводы. В принципе, есть чему поучиться и у нас. То же самое с Северным Кавказом. Был бы этот регион независим, никто бы не пошел воевать. Глава МИД Закаевского кооператива Шарип Иналов прошлой зимой ездил в США заключить договор. Наверное, он договорился с Байденом о помощи Ичкерии. Богдан, это неправда. Это были смотрины, где выслушивают разные точки зрения. И вот, в надежде, что Запад, и я приложил тоже к этому руку, поддерживал Закаева. Именно американцам я про Закаева говорил, что это очень такой наш там представитель народа там, и так далее, и так далее. Я писал, говорил с многими людьми, в том числе с американцами. И были такие, как сказать, смотрины, что вот за Ахмедом Закаевым пойдет народ, что там можно будет с ним иметь какие-то дела. Может быть, с этой целью, может быть, выявить всех, кто ненадежны, и вокруг Закаева их собрать, а потом их всех как-то задвинуть в сторону. Может, с этой целью, я не знаю, с какой целью, но ни с каким МИДа Закаева не существует. Как ты правильно сказал, существует кооператив, или ООО Ичкерия, общество, или АОА, общество ОАО, общество ЗАО, закрытое акционерное общество. Поэтому никакой помощи Закаеву Америка предоставлять не будет, Закаева поддерживать не будут, и этого не произойдет. Можете быть в этом уверены. И все, кто сейчас в надежде, что они самые умные, они все теперь поняли, заняли позицию с Ахмедом Закаевым, они, понимая, кто такой Ахмед Закаев, я об этом говорю, уже никто не может сказать, что это не слышал, как я мог сказать, что не до конца информирован, там, 3-10. Я информирую, выкладываю все то, что говорит президиум правительства, еще огромное количество, еще другой информации. Все прекрасно знают, куда ведет вот эта группа лиц. Наш народ пытается вести. И на Западе, в Америке тоже уже поняли и не будут его поддерживать. Это 100%. 100%. Аслан, дай Аллах, мы будем свидетелями с помощью, не будет баунти, никакой Турция нам никогда не помогала и не поможет. Особенно сейчас, когда во главе друг Путина Эрдоган там находится, который
ведет себя не очень хорошо. Поэтому давайте мы оставим Турцию. Мы уважаем турецкий народ, любим турецкий народ, но мы оставим турецкий народ строить свое государство отдельно. Мы будем строить свою Ичкерию. И если нам удастся, получится Кавказский дом. Если эти народы, которые окружают нас, захотят с нами быть в едином союзе, в Кавказском доме, вот мы будем в этом направлении двигаться. С Турцией мы не будем. Турция Ичкерия станет на ноги и сметет кадыровцев из Чечни. Баунти, вот я не дочитал твой комментарий. Аслан, дай Аллах, мы будем свидетелями с помощью Турции. Ичкерия станет на ноги и сметет кадыровцев из Чечни. Когда такое говорит человек, то можно понять, что их волнуют только кадыровцы. Да, в этом смысле Турция может помочь сместить Кадырова, чтобы туда пришел их какой протурецкий человек, и таким образом они там придут к власти там, и так далее, и так далее. Это вполне может быть произойти. Но дело в том, что у нас нет проблем с одними кадыровцами, или как кадыровцы, не существует такой проблемы. Это фейк, это изобретение ФСБ, что вот Кадыров это какой-то режим, и его там какой-то режим там нам мешает. Нет. К большому сожалению, все намного хуже. Территорию нашу оккупировала фашистская Россия, убила 300 тысяч наших граждан. Не Кадыров и Кадыровщина, а фашистская Россия. А Кадыров это маленькая или большая какая-то доля в этом преступном сообществе, и все. Скорее всего, маленькая. Поэтому вот эти нарративы ФСБшные, что там Россия кормит Кавказ, Чечню, Чечению, что кадыровский какой-то режим существует. Нету кадыровского режима, это ФСБшный режим. Нету кадыровского флага, это ФСБшный флаг, который нам дали. Понимаете? И вот всех, кого вы видите, там ГРУ, ФСБ, все агентуры, вот кого вы по телевизору видите, который кадыровский, вот власть так называемая, Даудов и Апти Алаудинов, военным принадлежат, ГРУ подчиняются, раньше это ГРУ называлось. Кадыров, Демельханов, Камилутига, ну там разные там, ну все, кого вы видите, эти ФСБшники, и вот они разным подчиняются. Чеченской республики, я как раз, у меня на этом телефоне вся информация, как раз сейчас начал писать один объемный материал по поводу, кто управляет нашей Чеченской республике. И это РОШ. Сейчас он называется региональный оперативный какой-то там этот. Раньше он до 2009, до 2006 года он назывался РОШ, потом они его переименовали. И с 2009 года вот этот переименованный РОШ, я его для удобства называю РОШ, потому что у того длиннее название, и оно более понятно нам всем, мы помним, что такое РОШ, особенно кто воевал, там имел отношение к сопротивлению и просто смотрел новости. Так вот, с 2009 года полная власть, контроль над Чеченской республикой Ичкерия, оккупированная, передан УФСБ по Чеченской республике. В 2017 году главарь вот этого РОШ, который сейчас называется по-другому, Игорь Хвостиков, казнил массово, по его приказу, были казнены массово более 100 человек. 27 человек, об этом их фамилии написала Новая газета. Новая газета. Об этом мы писали, и я один из первых, кто подготовил эти документы, которые получил от Сулеймана Гизмахмаева, бывшего сотрудника 2-го полка имени Кадырова, который является вооруженными силами ФСБ, хоть и называется 2-й полк имени Ахмада Кадырова. И потом уже это все дальше пошло, и благодаря этому мы смогли предотвратить казнь еще. Эти люди, еще нескольких десятков людей, вероятно десятков, я сейчас не знаю точно, но эти люди получили большие сроки, они сидят в тюрьме, абсолютно невинные люди, но их, по крайней мере, не казнили. Тогда казнили около 100 человек в 2017 году, в начале 2017 года.
Людей сжигали на покрышках, я это много раз рассказывал, сжигали на покрышках, хоронили на русском, на православном кладбище, выбрасывали на мусорку, ну, чтобы тела не искали родственники, вот так избавлялись от тел. Их документы брали, отправляли в Сирию своих людей с этими документами, и они там изображали себя ИГИЛ. В основном отправляли дагестанцев, там некоторых чеченцев, ингушей, кавказцев там, и так далее. Это был, ФСБ это все делало и передавало ГРУ. ГРУ своих людей отправляла в Сирию. Так вот, за всем этим стоял, находил кандидатур, которых нужно убить, забрать, пытать, убить, чтобы их документы передать своим вот этим террористам, боевикам. Игорь Хвостиков у ФСБ по Чеченской Республике. И тогда это получило огласку, и Игорь Хвостиков был переведен в Татарстан. Кстати говоря, как только Игорь Хвостиков переехал в Татарстан и там возглавил ФСБ по Татарстану, сразу произошло нападение на школу каким-то сумасшедшим, которому Бог сказал там убивать людей. Вы все это помните, в Казани было это нападение. После этого был назначен, после того как сняли, это получило резонанс, ОБСЕ запустила так называемый московский механизм. Абсолютно, конечно, это ну, как-то оскорбительно постоянно. Какой-то московский механизм нам пытаются. Ну, вот эти вещи, я не буду углубляться. Но постоянно вот у этого Запада, у этой Европы двойные стандарты какие-то. Ну, просто выбешивает меня все это. У меня терпения на них не хватает. Ну да ладно, я был рад тому, что тогда эти люди спасены, что хоть они получили большие сроки, и хотя бы их не убили, и запущен механизм там, и так далее, потом прекратилась депортация, под это я тоже много документов писал, говорил и так далее. Но после того, как Игоря Хвостикова перевели в Татарстан, появился Игорь Кочнев. Это настоящий представитель фашистской России и реальный человек, обладающий властью. И над Кадыровым тоже. Это чтобы вы понимали ситуацию. Игорь Кочнев. Его близкий родственников, вероятно, брат, может быть кузен, Владимир Кочнев, является главарем ФСО, Федеральной службы охраны, которая охраняет президента Путина. Это самый доверенный человек Путина, так же как и Золотов. И так как Чеченская республика Ичкерия, оккупированная фашистской Россией, очень важна для фашистской России, туда был направлен, после Игоря Хвостикова, был направлен Игорь Кочнев. Вот я составлю документ, все это я должен все-таки сделать. Сегодня как раз говорили на эту тему с людьми. И я представлю картину, чтобы более понятно вам было, потому что все засекречено, я все достаю из открытых источников, поэтому многое засекречено, и некоторые вещи я буду объяснять, откуда беру, что беру, как беру в этом своем документе. Ну, мне нужно время, это может занять определенное время, потому что объем работы порядочный такой. Но у меня материалы есть, надо это все сейчас скомпоновать, документ какой-то. Так что я что хочу сказать, нету никакого режима Кадырова. Есть режим КГБ, НКВД, ВЧК, ЧК, там, КГБ, ФСБ там, и так далее. Вот есть режим. Вот этой организации, террористической организации, которая сегодня напала и на Израиль 7 октября, день рождения Путина, и на Украину, и на всех остальных. Вот это есть реальный враг чеченского народа. И чеченцы должны знать это все хорошо. И если кто-то хочет при помощи Турции сместить Кадырова и заменить его на какого-нибудь Кутаева, Закаева, еще какого-нибудь там другого человека, то чеченскому народу это абсолютно невыгодно, абсолютно вредно. Потому что Кадыров хотя бы предсказуем, мы знаем, на что он способен. Он запатентованный убийца, на него много уголовных дел возбуждено, и в том числе тут на Западе. А вот на нового, которого представить, неизвестно, он непредсказуем. Он может быть хуже Кадырова, может быть опаснее Кадырова. По крайней мере, ну как минимум он будет умнее Кадырова. Это уже будет опасность.
Поэтому, ну вот, как-то так. И все борются с Кадыровым. Не надо бороться с Кадыровым. Боритесь с ФСБ, боритесь с ГРУ. Ну, ФСБ поборете, и ГРУ исчезнет. Да? Распустят, пойдут по домам. Потому что ГРУ это тоже марионетки ФСБ. Они изображают из себя каких-то независимых, там, крутых мужчин. На самом деле абсолютно трусливы перед ФСБ. Абсолютно управляемы и подчиняются полностью террористической банде ФСБ. Так что вот это запомните, чеченцы. Вот такие вот дела. Заметила, что всякие Греты Тюнберг и другие любители муравьев и клопов в пустышке в своем большинстве. Где они все? Просто белый шум, они люди. Я вот не знаю, о ком ты говоришь, Хорзум, абсолютно не понимаю, кто такие. Грета, это которая боролась за климат, что ли? Большинство, кто воюет в Украине, это русские, но пропаганда хочет показать так, что именно малые народы, малочисленные народы преобладают. Да, эти малочисленные народы сами оккупированы русскими. Да. Какая разница между Россией, Америкой и Израилем? Все убивают мирных граждан. Джо Джонсон, наглая ложь, наглейшая ложь. Понимаешь? А если ты чеченец, это просто тебе стыдно должно быть. Ставить с Россией в ряд хоть кого-то. А так это пропаганда, русская пропаганда, которую ты заявляешь. Мне тоже нравится политика Эрдогана. Ну, тебе нравится, а мне нет. Нам, кавказцам, не нужны ни Туран, ни арабский мир, ни русский мир. Мы должны быть союзниками англосаксов. Не знаю, как ты относишься к тем кавказцам, которые все на аватарке ставят флаг Палестины и в статусах Free Palestine? Это лицемерие? Да, это я категорически плохо к этому отношусь. Я неплохо отношусь к тому, чтобы поддерживать людей, которых убивают. Я плохо отношусь вот в этой ситуации сейчас становиться на сторону террористов. Здесь, в этой ситуации, Израиль прав. Понимаете? На Израиль напали, убили у него больше 1000 людей. И если мы не лицемеры, если мы за справедливость, мы должны четко это сказать. И не бояться, что кто-то нам скажет, там, ты там за евреев, там, за Израиль и так далее. Абсолютно. Но сегодняшняя ситуация, она спровоцирована Россией. И флаги, которые ставят на эти аватарки, ставятся потому, что именно и в других регионах, да, можно их назвать, наверное, также. Во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия гауляйтер, марионетка ФСБ Кадыров, заявил, что мы все должны поставить флаги Палестины. Вот и делайте выводы. Все, кто ставит флаги Палестины, а в других регионах, другим так называемым главам тоже самое сказали. Ну, вы на стороне ФСБ, и на стороне Путина и Кадырова. Вот и все, кто эти флаги ставит. Келли Аллен, зуд хит и яхтан, сан хум дербая, смотри, да, совершенно верно, Амза, совершенно верно. Так, у нас Баунти, она вот в чем дело. Баунти, здесь, ну ладно. Что вы делаете, Закаевские, у меня на канале? Давайте уходите, нам не нужны здесь Закаевские. Идите, человек сошел с пути независимости, свободы, там столько преступлений ему предъявляется, что этому человеку просто отступать некуда. А вы, или же вы являетесь таким же, как он, или являетесь просто заблудшими. Вернитесь, вы нам нужны. Так этот Иналов лично говорил, когда давал интервью Куятину, стоя перед Капитолием, что ждет Сенат, и он не может ей удалить больше 15 минут. Но это ложь, Богдан, абсолютно это сказки просто, которые нам изобрели, ну, имитация деятельности, имитация. Аслан, да, это про Россия, страна фашистов. Это да есть.
Да, хватит бред писать, Баунти. Арцую командированные из Москвы, стольный град Ганди. Лаврентьевич с целью внесения еще большего хаоса в их ряды, дискредитации Ичкерии и самой идеи независимости. Фозган, ты лжец. Ну, у тебя знаешь, что хорошо в этом тексте? Ты хотя бы сказал цели внесения еще большего хаоса. Потому что здесь такой хаос был, когда я сюда пришел, что большего хаоса просто при желании нельзя было сделать. Ну, хотя бы ты так сказал. А то говорят, что я тут разобщением занимаюсь. Вот этом хотя бы я признаю, что ты немножко близок там. А так ты лжец, конечно же. Я никем не командирован. Если бы я был бы командирован, я бы никогда в жизни не делал бы того, что я делаю. С фамилиями, с именами. Ты когда-нибудь слышал, Фозген, чтобы вот так, как я сейчас перечислял, Хвостикова, Кочнева, причем я считаю, это, конечно, не моя заслуга, это заслуга полностью Сулеймана Гизмахмаева, хотя я готов нести с ним ответственность за это. Я считаю, что я приложил к этому руку, я приложил еще к многим вещам руку. Сейчас я не буду этим хвастаться, но ФСБ это знает, ГРУ это знает, и все мои зрители тоже это знают. А ты лжец, что я прикомандирован. Нету еще, не родился еще ни один человек, кто может меня куда-то прикомандировать, кроме Чеченской Республики Ичкерия. Ясно тебе? Ты лжец. Идею независимости я не дискредитирую. Идею независимости я поддерживаю. И я поддерживаю легитимную, реальную власть чеченского народа, который я разобрался вот в этих сложных хитросплетениях, которые нам навязала фашистская Россия и их пособники. И я считаю, что единственной легитимной, честной, принципиальной властью, которая стоит, которых я искал на самом деле, вот, которые мне близки по духу, которые я считаю своими соратниками, своими единомышленниками, это президиум правительства. Принципиальнейшие люди, которые стоят на этом. И их убивают, в отличие от всех остальных. Понимаешь? Вот какая ситуация. А ты лжец самый настоящий. Так, Баунти, мне твоя пропаганда закаевская не нужна. Закаевская пропаганда тоже будет баниться. Все, давайте, друзья, я с вами тут церемониться особо не намерен. Наш народ малочисленный, и несмотря на это, Чечня известна и оказывает своего рода влияние на мировые политические процессы. Например, РФ смогла распасться, если бы якобы отделилась от РФ. РФ могла распасться, если бы Чечения якобы отделилась от РФ. Ну, это не совсем правда то, что они говорили. Неправда, что если бы Ичкерия вышла бы и там разделились. Но нужно понимать, что хоть мы и малочисленные, и да, мы известны миру, мы такой бренд уже. Как евреи, как Израиль, мы тоже своего рода, свой бренд. И поэтому нам нужно с ними держаться вместе, Деон. И да, и мы малочисленные, но евреев побольше, чем нас, но да, и это наш плюс, которым мы будем бороться и куда мы пойдем. Высоко поднятым нашим ичкерийским флагом, да, мула. Я смотрел, как еврей высказал свое мнение насчет России. Еврей начинает понять, кто есть кто. Совершенно верно, Эдам. Тот человек, вот, которого сейчас я называл имя, Амир, лидер партии Ликуд, да, евреи начали понимать. Наконец-то евреи начали называть, они, я думаю, многие понимали, они боялись того, что вот то, что вот сейчас произошло, что с ними произойдет. И они пытались договариваться. Да, и еще есть много пророссийских там евреев. Это тоже правда. Вот эти ватники, знаете, евреи, если вы еврей, если вы там в каком-то колене у вас там найдется мама еврейка, там, по материнской линии кто-то, вы можете сделать справку в России, приехать в Израиль и сказать, я еврей. Все. И вам уже Израиль и не выдает вас никому, ну, как своих граждан, своих людей там и так далее, потому что это страна евреев. Даже евреи везде преследовались, убивались, как и чеченцы. У них были проблемы. И вот сейчас они создали свою страну, где защищают евреев. У них есть такой закон. Любой еврей, что бы он ни совершил,
Также у нас, кстати, у чеченцев есть, у наших граждан. Любой гражданин Ичкерии, который вернется в свою страну, его никому выдавать не имеем права и не выдадим никогда. Но вот, к сожалению, под вот этой маркой, еврейской маркой, туда много неевреев приезжают. И остаются там. Евреи, в принципе, не против этого, потому что им нужно население, пускай приезжают, там, особенно если какие-то евреи, которые при деньгах, где-то в России, где-то там бабок наколбасят, и потом раз и сбегут в Израиль, там живут. Поэтому Израиль пытался сидеть на двух стульях все это время. Ну, может быть, в какой-то степени им это было выгодно, и они вот до сегодняшнего дня продержались. Даже вот Украине они там, по крайней мере, официально не поддерживали, не помогали, там, третье, десятое. Хотя, я думаю, поддержка там шла. Но сейчас, видимо, может, уже сил накопили, сейчас уже, в принципе, лучше, да, чем 10 лет назад, если бы они ввязались бы сейчас в эту войну, которая сейчас развязана террористами Хамас. Поэтому каждый народ, каждая нация преследует свои национальные интересы. И они пытались там с ними заигрывать, договариваться. Но не потому, что они считают Россию правой или там уважают вот этих террористов с Лубянки, а потому что им нужно было выживать. Я так это вижу. Но это не спасло их. Не спасло. Надо было с первых дней открыто заявлять и Америке, и Израилю, и Англии, и Украине, и Грузии. Всем нужно было заявлять, кто такая Россия. И помогать Ичкерии тогда. Вот тогда бы сейчас всего этого, вероятно, не произошло бы. Потому что как бы Израиль не пытался договариваться с арабами из этих террористических группировок, башлять там деньги большие, очень много денег выделялось в последнее время там, на сектор Газа, на палестинскую автономию в целом. Это не работает, потому что они не свободны, их лидеры, их руководство, они не свободны. Вот в чем проблема. И в один прекрасный день, когда ФСБ это нужно, они запускают этот механизм. И вот мы увидели то, что произошло. Поэтому евреи понимали, но вот сейчас уже прямо начали говорить. И это не последний человек, кто так говорит. Это лидер партии. И вот мне нам Файтер писал, что евреи прекрасно понимают это и знают, что такое Россия. И в нашем полку прибыло, как говорится. В нашем ичкерийском полку теперь грузины к нам на нашу линию стали, теперь украинцы и теперь израильтяне. И дело пойдет быстрее и лучше, как говорится. Аслан, ты прям один в один повторяешь слова Милаши. Она тоже говорила в интервью, что сейчас лучший вариант для чеченцев это Кадыров. Справедливый человек, ты немножко переиначил мои слова, потому что я не сказал, что лучший вариант для чеченцев это Кадыров. Лучший вариант это деоккупация и президиум нашего правительства. Я сказал, что для Запада более понятным будет Кадыров, чем новый, который придет. И для Запада, и для мира, и для чеченцев более будет ясно, если запатентованный убийца будет в этом смысле хорош. А Милашина совсем другое имела в виду. Что вот он там заботится о чеченцах, что он поднимает там чеченцев, там авторитет чеченцев в России поднимает или так. В этом смысле для пророссийских чеченцев это в какой-то степени она права. А я говорю не про россиян, а про ичкерийцев, я про свободных чеченцев говорю. Нам дело в том, что мы не против Кадырова начали воевать 400 лет назад, а против фашистской империи. Так. Через откройте это, весь мир тоже знает так. Давно говорю, что все этого кооператива исходит сплошная ложь, но некоторые чеченцы считают его мессией и спасителем. Знаешь, Богдан, когда Закаев выполняет роль Завгаева, это советской номенклатуры старой, и он оттуда, и вокруг себя он этих Кутаевых, Ингулбаевых, третьих собирает, таких же, как он, из советской старой КГБшной, ГРУшной, там, другой там, пророссийской номенклатуры он собирает вокруг людей.
И тогда ведь тоже считали, что Дудаев плохой, Дудаев там коррупционер, Дудаев там заслан русскими, там третье, десятое. И потом настал момент, когда русские пошли войной, пролилась кровь там и так далее. И вот эти чеченцы, которые так считают, они ждут, пока прольется кровь. Потом они скажут, почешут затылок и скажут, да, значит, все-таки Закаев, оказывается, он не на пути нашей свободы и независимости. Вот от стыда лишь дуиз. И дигар дукса, от стыди цадалдеши. ووشن دي أتدويش تسخين عم دي إتر قية عاشو يخشو دوخ قدولج ديك ناق واستي خير دو شو خير دو خاصو خير دوي دقر لي شوي ديك ناق واستخيرو دقر شانيس قياتش نو جم حلغي قية عارشو دوخ داغرش او ويشر قويني شو حلغي عقيته ووشن بيتان تسخولج غاسق شو نو بيتان تسدويش ودي أتدويش يوغا تي عندر شو زكايو زكايا وارا كدير وارا بي ان وي حيوقريو الا يوم نستريوت دي شو قيد شو اي كدير وارا بيجا из غاسقي بوتي كاوتن بيش потому что ишебеш غاسقي ليني داوش بو غاسقي ليني يوتر داوشيك كريمل لو اگديش بوش قيوما داتا Гушту и шадега. Так, она у вас уже атмосфера портит. Тут уже слышь, баунти, если поддержишь, то что, почему ты тут да и уже даягар, так аснам дождь олаж вор дедусик вархон из вози. А дедусик кивац уже и велер. РФ может распаться тогда, когда все малые народы хотят выйти из состава России, а не только чеченцы. Да, ну, многие не хотят. По твоей логике можно оправдать и Россию, которая убивала чеченцев. Беслан, я не понял твоей логики, правда. Я так разве сказал? Как это Израиль официально помогал Украине? Отправка сотен тонн медикаментов – это не помощь? Ну, я имел в виду открытой военной помощи. Я это имел в виду. Так, да, наверное, помогали. Я просто всего не знаю, Файтер. Открытие израильских госпиталей в Украине с израильскими врачами – это не помощь. Помощь – это помощь. Но я имел в виду другое. Еще в Америке есть диаспора, предложение подписаться, они за ленд-лиз из Украины. Часто слышал, что лидеры Хамас одни из самых богатых в мире людей. Куда и как они эти деньги тратят? Ну, живут себе в свое удовольствие. Аслан, он обратился жестко и обещал наказать Россию. Это мы поможем им, да Алмула, да Алмула. Мы, грузины, всегда были на вашей линии. Я знаю, да, на нашей линии общей. Да, абсолютно, Андрос, совершенно верно. Звят Гамсахурдия и его соратники, и люди, которые поддерживали его, конечно, с первых дней мы стояли на одной линии. Это правда. Это правда. И война у вас началась раньше, чем у нас. Это тоже правда. Можно сказать, мы присоединились к вашей линии. Это тоже можно сказать. Но давай скажем, это наша общая линия. Потому что с первых дней они нас атаковали. Потому что у вас в 92-м была, да, в 93-м была война, в 91-м. У нас же они тоже были провокации, просто не получалось у них доводить. Принимают от тех, кто знает, а значит доверяет. Вас в Израиле знают. Ассаламу алейкум. Асахами махкой. Я бы с удовольствием слушал твое мнение насчет нашего народа. И больше всего с интересом слушаю возвращение домой и надеюсь, что нас ждут дома в Ичкерии. Да, Алмула, буря, алейкум ассалам. Да, Алмула. Да, Алмула. Так. Исчерпывающе, да, как говорит сотник Пион. Ашмоле.
Так, это я вам читать не могу. Ну, прочитаю другое свойство. Человеку свойственно принимать границы собственного кругозора за границы мира. Артур Шопенгауэр. Это точно, да. Это точно. Жаль, не все умеют читать и понимать, что написано. Очень жаль. Мерзко, когда в словах человека высокие убеждения, а в действиях низкие поступки. Так, обратите внимание, когда у нас нет комментариев и троллей здесь, фабрика троллей у нас не присутствует, как мало зрителей у нас в ТикТок. В 10 раз меньше, чем в YouTube. Я в лагере не могу находиться долго в сети, слабый сигнал, свобода, мира, любому народу, Аллаху Акбар, братья гор. Давай, удачи, брат. Ты же оправдываешь в этом конфликте Израиль. И что, я не понимаю, Беслан, если на них напали и уничтожили мирных людей, они виноваты, что ли? Я не могу понять, что да. Или мы напали на русских и убили 1300 русских и захватили в плен их женщин, детей и сбежали в Чечню, что ли? Я не могу понять, о чем ты говоришь. К власти в Палестине пришел Хамас. В 2006 году арабский народ Палестины проголосовал за них. Они избрали демократическим путем. Никакого шариата у них там не было. Это демократические выборы были. У них просто названия такие громкие, лицемерные, лживые названия у них, которые абсолютно как ЛДПР не имеет отношения к демократии, также не имеют никакого отношения ни к исламу, ни к мусульманству. Но они напали на израильтян. Ну, представим Масхадова, Аслана Масхадова мы избираем, он собирает какое боевое крыло и нападает там, на Ставрополь и убивает 1300 или 1000, сколько это убили, сколько-то захватили. И убегает обратно. Тогда Россия права или нет? Просто объясни мне. Что за сравнения разные у вас? С Россией, наоборот, арабский мир, у меня есть текст по этому поводу, арабский вот этот мир, который объединился в федерацию, военную федерацию, и напал на Израиль, когда они создали свое государство, на второй день, когда они создали государство. Мы не можем отказывать, как чеченцы, которые стремимся получить свое государство и свой контроль над своей страной, отказывать кому-либо в праве иметь свое государство. Это несправедливо, это незаконно, это лицемерно, в конце концов. И ни курдам мы не можем отказывать, никому мы не можем отказывать. У каждого свои интересы. У евреев свои, у турков свои, у курдов свои, у нас свои. И у меня такая позиция. Я не могу отказывать, как террористы Хамас отказывают, или там народ Палестины, который избрал этот Хамас, арабский народ Палестины, они отказывают в праве на существование. Это такой маленький нюанс, почему-то вы упускаете из виду. А куда деваться евреям? Им что, в море утопиться, опять по всему миру разойтись, чтобы их потом везде гоняли, преследовали и так далее. Это конец будет евреям, понимаешь, если они сейчас отступят. Они не для этого накапливали эти силы, столько сил, усилий вложено, средств вложено. Все мужчины, женщины проходят обучение, чтобы сдаться. Они никогда не отступят. И у них есть сила, чтобы не отступить. Понимаешь?
А арабы это федерация, та же Российская Федерация, условно говоря, которая только Израиль объявила своей государственностью, на них напали. Вот и делаю выводы. Просто, знаешь, в нашем случае у нас не было союзников, таких великих, мощных, как Британия, США. У нас не было средств, возможностей. И мы в одиночку это делали. Сражались против вот этой империи. А вот арабская империя абсолютно к исламу, там, только они этнически, только они вот религиозно принадлежат к этому. И все. А так они строят свою империю, арабскую империю, восстановить хотят. Понимаешь? Вот что. Это все пропаганда, которая нам ведется, что они там за Алякс борются там и так далее. Ничего подобного. И разница между Израилем и Ичкерией в том, что Израиль смог отстоять и продолжить охранять себя. Мы в этом плане, мы и количественно меньше, и главное, союзники у нас не такие, как у Израиля. Вообще не было союзников. Понимаешь? Вообще союзников не было. Были на словах, была политическая, информационная, немножко финансовая. Оружием даже, стингеры нам не давали. Понимаешь? Не говоря уже о каком-то современном, превосходящем там российские аналоги, там туда-сюда. Этого не было. Вот с этой стороны посмотрите. Не судите так, как вам заложила еще советская пропаганда эту информацию в голову. Что они вот враги, что там сионисты какие-то там чего. А почему у них нет права? Убийство израильских женщин, детей можно, а палестинских нельзя. Так? Определить, или всех нельзя, или всех можно. Вот тогда это будет нелицемерно. Убивать комбатанта, у них война между ними. Если, например, этот Хамас напал бы на воинскую часть, сразился бы, флаг в руки, сражаются, война, дерутся, у каждого свои какие-то там интересы территориальные. 1000 лет между арабами и Израилем уже накоплено столько всего. Плохо, ну что поделаешь. Убивать женщин, детей, не комбатантов убивать, это преступление. Любых женщин, детей, палестинских, израильских, чеченских, русских, не имеет значения. Мы никогда не убивали женщин, детей русских. Никогда. Потом уже под конец начали производить взрывы в общественных местах. И люди сами погибая убивали там. Я абсолютно это не поддерживал. И никак это не только даже из-за общечеловеческих таких ценностей, что абсолютно вот это в метро, когда кто-то взорвался, абсолютно никакой пользы нет. Кроме зла, что убивают невинных людей. Может там и чеченец оказаться, может там прочеченский русский оказаться в этом метро. Я это никак не одобрял, никогда. Но в этом смысле мы абсолютно разные. И убийство этих людей, если убивать израильтян, вот если зайти, смертник там взорвется, это могло как-то повлиять на израильтян, потому что израильтяне думают о своем народе. А в нашем случае, когда мы вот такие акции, не знаю, кто их проводил, я не хочу допускать даже, что это делали наши люди. Я думаю, что за этим спецслужбы России стоят. Потому что у русских, хоть ты все метро, вот 1 000 000 человек в этом метро взорвешь, сожгешь, затопишь, абсолютно плевать Путину на это. Наоборот, у него есть основания всех чеченцев убить. Понимаете? Враг ФСБ, враг вот на Лубянке и в Кремле сидит. Если попадаешь туда, попадай. Нет, не трогай мирных, они никто. В России русские это статисты, они ничего не решают. И из этих целей, не просто общечеловеческих, гуманных целей, что нельзя убивать женщин, детей, стариков. Вот из чего я исхожу. Вот моя какая позиция. Так, антиамериканизм запрещен там. Ты в бане, Der ist Ramzat.
Кстати, вы обратили внимание, у меня новая кепка. У меня пришли тут новые кепки, да. Уже, правда, расхватали уже. Смотрите. Они не очень, где еще, ну там уже расхватали все, короче, было много. Некоторые уедут в Америку, кепки. Ну, они не очень, конечно, мне понравились, конечно, как я хотел. Но, короче говоря, кепки мои, никто ничего не сказал. Где. Один тут про муку только сказал. Так, Файтер, я не Хамзат Гилаев, но я тебе отвечу. Ты говоришь, что наша пассивность недоволен и так далее, что к нам придут и так далее. Когда мы ходили, бегали просто, упрашивали всех, и Евросоюз упрашивали, всех упрашивали. От нас нос воротили. Над нами совершен геноцид, Файтер. Чеченец не может свое мнение сказать. Убивают дома родственников, пытают, сажают, что угодно делают. Такие вещи, как то, что ты сейчас говоришь, вот это заблуждение. Это заблуждение, что мы ничего не делаем. Мы делаем. Понимаешь? Несмотря на то, что полностью геноцид пережили, что у нас территория, страна полностью оккупирована, все наши родственники в заложниках находятся. Вы когда такие вещи говорите, такое впечатление, что вы там, я не знаю, Гераклы какие-то, у которых никаких проблем ни с чем никогда не может быть, и вы там сквозь скалы проходите. Нет, мы такие же люди, как и вы, и мы умираем, и нам больно, и мы стареем, и болеем, и все у нас, как у всех. Мы бегали, если так, если можно сказать, бегали за всеми, и никто нас не поддержал, и Израиль в том числе. Израиль сказал, не как, конечно, братья-мусульмане себя вел, хотя бы Израиль вначале сказал, что он категорически против, еще при Дудаеве. Но потом, после разных там песен, 12 тысяч маджахедов захватят Иерусалим, там, муцараевских, и разных других антисемитских, мы сделали все возможное, чтобы потерять и эту поддержку. Но это делали не мы, осознанно, это не наша власть делала, это делала пропаганда русская. Многие евреи это понимали, поддерживали нас, понимая, что это русская пропаганда, все такое. Поэтому давайте нам немножечко скидку делать на все. Если бы такой народ, просветитель нашелся для народа Палестины. Да, Шамиль, не говори. Я сейчас выучу арабский и уеду в Палестину, буду там. И буду там, короче. Мы еще догоним евреев по численности, и, иншаллах, будем свободны на нашей земле. Черей, ну, с учетом того, что у нас по 3-5 детей, а у евреев там по 10 детей в Израиле, я думаю, нам нужно постараться, поднажать, чтобы догнать их. Посмотри на границы Палестины и Израиля, и будет ясно, кто тут агрессор. Беслан, ну, ты абсолютно сейчас русскую пропаганду повторяешь. Абсолютно. Понимаешь? Это ю-ю объяснять. Я уже устал, если вы не хотите это понимать. Что вот у вас есть какая-то там, какое-то видение, что да, в 48 году Израиль, в 47 году Организация Объединенных Наций, новая тогда созданная организация, сказала, что будет два государства. Арабское и израильское, и еврейское. Два государства. Британия ушла оттуда, оставила вот живите, развивайтесь и так далее. Но арабы не согласились с этим. Под британским мандатом жить они соглашались, под ненавистными турками жить они соглашались, а вот с братом, кузеном, двоюродным братом, с евреями по соседству жить в свободном государстве они не согласились. Понимаете? Вот какая-то вот неприязнь, не любовь у арабов. И почему я, мусульманин, должен разделять эту нелюбовь, неприязнь, эту ненависть к какому-то народу, какого-то народа, который абсолютно мне ничего плохого не сделал. Вот о чем речь. И когда на них напали в 1948 году, Израиль объявил о своей независимости, на следующий день 7, по-моему, государств напали арабских на Израиль.
Это все можно проверить. Это, я ничего не выдумываю. Вот они напали, Израиль победили, евреи победили. Вот и все. А после этого они их отодвинули. А что бы ты сделал? А? Да, это нарушение международного права. Ну, например, Россия тебе отказывает в праве. Я вот пример приводил, писал текст об этом. Если вы читали бы то, что я говорю, или слушали бы, мне бы не пришлось бы вновь и вновь это повторять. Израиль, например, возьмем Чеченскую республику. Вот федерация, русские разные регионы, как арабы в разных регионах, объединились со всей России, согнали вот этих бичей и начали против нас воевать. А вот у нас получилось, и мы победили. Победили не просто, наша победа в 96 году была принуждение к миру. Она не была победой в полном смысле этого слова. Мы не разбили Москву и не подписали русский договор с нами в вагончике, как это тогда немцы заставили французов, и французы заставляли немцев. И если бы у нас была возможность гарантировать, русские отказывают нам праве на существование. Они говорят, вот не будет вашего государства. Вот вы, чеченцы, недостойны иметь государство. Ваша земля, здесь русский бич умер, и теперь эта земля моя, говорит мне русский бич. 1000 лет на нашей горе жили мои предки, туда пришел русский бич, и вот там мой наш прапрадед застрелил его к чертовой матери. И теперь русский бич считает, что эта земля его. Понимаешь? Он отказывает, это фашизм, это нацизм самый настоящий. Любому человеку отказывают в праве. Только за то, что там этот бич там умер. И вот у меня есть возможность теперь. Вот у тебя и у меня есть возможность. Победили мы Россию, выгнали ее, прогнали, Ставропольский край заняли. Это Россия, допустим. Мы заняли этот Ставропольский край. Для того, чтобы вот эти русские фашисты не обстреливали нас какими-то самодельными недоракетами. Нарушаем мы с тобой международное право? Нарушаем. Потому что в соответствии с резолюцией ООН у нас есть определенные границы. Мы с тобой не можем уходить за территорию Ичкерии. Но мы вышли с тобой за территорию Ичкерии. Потому что нам нужно с тобой гарантировать безопасность нашим гражданам, чтобы туда приходили инвестиции, чтобы этот народ жил, процветал, развивался. Тобой и моя задача, как, например, военные мы с тобой или политики, задача обезопасить этот народ. Все. Другой задачи у нас с тобой нет, если мы с тобой заботимся о нашем с тобой народе. И вот мы захватываем Ставрополь, часть Ставрополя. Правы мы с тобой? В соответствии с законом, международными нормами мы не правы с тобой. Да, Израиль нарушил. Это правда. А в соответствии с логикой и безопасностью, а что мы с тобой должны сделать? Вот сейчас нашу страну оккупировали. Тебя устраивает это положение? Меня не устраивает это положение. Например, никак. Если для этого нужно захватить было бы Ставрополь и там поставить атомные бомбы, чтобы русские на нас не нападали, я полностью был бы согласен, чтобы туда поставили атомные бомбы и чтобы мы захватили Ставрополь. Чтобы там в Джахаре или в Катыриурте люди жили спокойно. Вот какая ситуация была. До сих пор, да, сейчас некоторые палестинцы признают право Израиля на государственность, на свою государственность. А Хамас, они не признают. Ах, видишь, будешь террорист, чё, когда нах будешь, бояться быть, ты такие чего. Ишь, жаловаться умны. Ты так посмотри, с этой стороны посмотри. А так, конечно, то мы не признаем. Почему арабы тогда отказались в 1948 году послушать резолюцию ООН? Согласиться, признать резолюцию ООН и дать этим евреям свою государственность. Почему? А теперь, когда им нос разбили, когда у них еще земли захватили, а Израиль, евреи, уже не те евреи, которых можно теперь там вагонами, как нас в Сибирь отправлять, там, сжигать там, и так далее, и так далее. Они сейчас сильные, мощные, это уже нация воин. Там уже поколениями они уже сколько они лет. И потом в 1967 году еще раз на них нападают. Опять евреи их отбили, захватили еще территорию, чтобы на них не нападали.
Иш делаешь, ой, ночи сейчас ждала справедливости, рехтал шо, нисон ты рехтал шо, ты религию мне изучи, бо сун хаон, то сейдин дойзонсу, сун сейдин до сун дин махирлаш, сун дойшун, сейн то сейн хаал, сун метта шо каша дюшердац, сацака аш тамо да аурдац, так дин мадит, со киту амагет, дин ти удерзде, дин мадит, нису яиц, баку яиц, и все, ты гумадец, куда асда. So Jügt Schwarz, so Palästinsch Schwarz, so Amerikanisch Schwarz, Juju Bocher, so Nachts zu. Видишь что? So Nachts zu. So Путин си Кадырович Вац. Путин си Кадыров поддерживает я шел. Хамаши уж ас поддерживает. Цаюа. Ардуни люлянкаца Ункарлата. Мелчо хазкамилш сунда. So Dins Iradеш, wenn du kommst, Lildina. Din Elschreinahal. Udafor. Гипнозия, сандау, дин оле. Анализия есть, киет есть, едиш есть, и дин аму есть, аз амин дин. Аз уран дешан, аз дукумш дешан, дукум тяхкиреш. Сухун ума бош ватсом бислан. Просто китит реш, со хаюман талячин, со аудалу, со дин цадой, со дини реш. Пич ах, дриг датсон. Питер датсон. Сун асай муаман махкан маршу ез, сун раскшкар жоп диез. Уэ мелвину сагах. Сун кин интересно дац. Сун ал искаскш дуй там, алякс хаякш хайн асин цега хунадена, хинс мади во рубош скаскш диц бюлбел, its во хавох, шу сири вох диц из мади во хавох, сейчас мади придет, мы всех победим. Сун мадиц искаскш. Файтер это только Чечения сможет понять Израиль. Дант, да, совершенно верно. Я понимаю Израиль. Никто не осуждает, никто, потому что ООН это уже закреплено. Захват России Курильских островов у Японии, когда она проиграла войну. Никто не осуждает за то, что Кёнигсберг у немцев забрали после Второй мировой войны. А то, что вот они это сделали, Израиль это осуждает. Да, это нарушение, потому что ООН так было записано. Если исходить из международного права, из резолюции ООН. Но, например, мне как чеченцу, мне абсолютно не нравится это ООН. Я считаю это абсолютно бесполезной, это абсолютно негодной организацией. Потому что эта организация запрещает мне иметь государство. Понимаете? Ссылаться на резолюцию ООН для чеченца ну просто смешно. Резолюцию ООН. Хотя мы всегда придерживались международного права, ООН, там все такое. В 1967 году на Израиль опять напали. Война судного дня у них называется. Напали на Израиль арабы снова. Они выкинули, опять победили. Такие лузеры. Один снова и снова. И в итоге, потом была принята резолюция, сказали, что вот, все, давайте мир, там, туда-сюда, там. И сказали, что вот должна быть арабское государство, и в границах Израиль должен отступить. Израиль не отступил. Нарушил он? Нарушил. Но такова жизнь. Что поделаешь? Хамзат, если вы ищете союзников среди США и Израиля, то надо себе как-то заявить. Посмотри на ситуацию с вами со стороны. Вы молчите, а потом молния новостная. Чечен зарезал, отрезал. Файтер, я полностью с тобой согласен. Я в этом с тобой абсолютно не спорю. Хотя я не Хамзат Гилаев снова. И я сам призываю, как ты видишь. Но ты не забывай, что и США, и Израиль от нас воротили нос все это время. Это правда. Бегали и упрашивали, я еще раз повторяюсь просто. То, что надо искать союзников, надо. Вот я этим сейчас и занимаюсь. Понимаешь? И Хамзат этим занимается, модерируя нас тут, делая. Он не сидит без дела, не сидит в стороне. Поэтому постгеноцидный народ, понимаешь, у нас все дома заложники. Нас любого человека, сам просто представь, твой Израиль оккупировали Федерация Арабская.
И тебя преследуют и убивают просто за твои взгляды, за твои слова. Просто задумайся над этим. Во всем мире тебя арабы везде вычисляют, находят, пишут на тебя жалобы, чтобы тебя страны депортировали, выкидывали, третье, десятое. И закидывают информацию. Еврей там это сделал, еврей там то сделал. Вот таким образом евреев еще демонизируют. От тебя это знакомо прекрасно. Потому что и вас, и нас всегда демонизировали. Большие страны, там, подлые люди и так далее. Вот как-то так. Одна моя для меня подарок будет, да, кепка. Договорились, Адам. Одна твоя. Европа невыгодно было развала России, поэтому они не признали ички. Здесь нету вины чеченцев. Да, и в Европе все думали, что Россия станет демократической страной, что сейчас мы там договоримся и так далее, и так далее. Ничего она не станет. Не нужно нам ничего с этой Россией, кроме хорошо укрепленной границы. Центурион, да, я Ставропольский край как пример сказал. Я полностью до поселения лаптежников, только в начале 19 века, а до поселения лаптежников на этой земле жили чеченцы. Об этом говорят воинские захоронения. Центурион, я полностью с тобой согласен. Это наша земля. Наша Кавказская земля, но вот я как пример это привел. Ночью я сопереживаю вашей трагедии, но видя вашу пассивность, эмоционально, видимо, задеваю ваши чувства. Так что не обижайтесь, я вам не враг. Файтер, я знаю, что ты не враг. И я верю, что ты не враг. Справедливый человек, абсолютно. Евреи смогли экономику, медицину, армию, государство построить, а те не смогли шлепанцы переобуть. Когда нас бомбили, лично Палестина сказала одним словом: Россия, что Чечня это внутреннее дело России. Также мое мнение, что Палестина это внутреннее дело Израиля. При всем при том, что они нас сказали, Адам, мы не опускаемся до этого уровня и все равно осуждаем, поддерживаем невинно погибших, там, выражаем соболезнования там, и так далее, и так далее. Мы должны постараться быть объективными, справедливыми в этом смысле должны быть. Хотя ты полностью, и я, и мы все чеченцы имеем абсолютно полное право и говорим об этом. Сейчас просто началась война и смерть, и сейчас это говорить как-то некорректно. С другой стороны, потому что мы, чеченцы, знаем, что такое сказать там, да, плевали мы на ваше горе. Внутреннее дело Бог, плюю на ваше горе Бог. Вот как-то так, да. Как-то так. Салам всем свободным людям. Салам Асан. Салам Эд. Салам, дорогой. Файтер Израиль дал ему, придет час, как скоро, если бы ты знал, в какой тоске наш народ. Да, Дан, все будет отлично. Просто у их свои кирдыков, там свой полкан Кочнев. Просто у их своих, я не понял, Шамиль, что ты говоришь. Кирдыков. Хорошая идея захват Ставропольского и создать там Народную Республику Ставрополя. Кстати, Андро, хорошая идея. Я немножко про другое говорил, но я согласен и с твоей идеей. Ставрополь поделим между кавказцами. Да, чтобы потом переругаться. В оправдание палестинцев хочу сказать, Асан, что я видел фотки, где простые палестинцы поддерживали чеченцев. Простые палестинцы поддерживали. Это правда. Было такое. Выходили на митинги и так далее. Аслан, красная кепка у тебя. В Ичкерии достаточно база военная США, и ФРФ будет смотреть, бояться в сторону Ичкерии. Да, это совершенно верно. Да, кепка классная, скоро у тебя такая же будет.
Кстати говоря, это ты меня спровоцировал их сейчас делать. Я сейчас буду более качественные делать и с логотипами свой Human Rights Center и Reality. Сейчас я подумаю, как все это сделать. Просто это такая наклейка, мне как-то она, мне кажется, не очень особо. Мне хотелось бы что-нибудь такое качественное. Я когда качественно еще сделаю, обязательно тебе тоже пришлю. Так, Саваш ночью подчах и он дал нахирион. Так, иудеи никогда не будут нам союзники. Если вы сейчас топите за них, это не значит, что они ответят тем же. История как раз таки говорит об обратном. Беслан, возможно, ты прав. Вот здесь я соглашусь с тобой, что, может быть, они никак не захотят нам ответить, там, никак нас поддержать. В какой-то степени, не знаю, иудеи они или нет, евреи, люди еврейской национальности поддерживали нас, писали про нас. Много было таких случаев. Палестинцев я не замечал, а вот евреев очень много замечал. Даже странно, что их так много, при всем том, что такая пропаганда ведется и против них, и против нас. В этом плане может быть, не будут, ни Америка нам не будет союзником, ни Израиль. Но что-то мне подсказывает, что мы будем с ними союзниками. Что тут надежда есть. Вот мне Файтер вот нам тут предъявляет, почему вы не активны, почему вы там это. Вот я активен. Вот я вот протягиваю руку Израилю, США, Украине. И не я один это делаю. Но посмотрим. Посмотрим. Не будут, ну не будут. Будут, ну хорошо, значит, если будут. Асан, сварка без бейсболки перестарались, но флаг на ней зачетный. Ну да, я не знаю, варили ее или как. И вообще-то заказывал я, Евгений, витаю тебя, шалом. Всем понравилось, как я вам, евреям, шалом отвечаю. Так что, шалом, парни. На фотографиях она была лучше, чем так. Ну, ничего. Так, чечен тебе задает вопрос. Беслан, почему иудеи не будут чеченцам союзниками? Обоснуй, приведи факты. Кстати, я присоединяюсь к этому вопросу и хочу, Беслан, тоже услышать от тебя ответ. Чтобы ФРФ боялась смотреть куда-либо, надо сделать ФРФ колонией США. Другого выхода из настоящей ситуации я не вижу. Ну, не знаю. Ну, Россия будет принуждена к миру, поверьте. Сторонник Америки, говорит, Page 404. Что ты? Ты сторонник Америки или я сторонник Америки? А ну-ка, объясни-ка. Потому что они всегда отдают приоритет своим интересам. Беслан, все должны отдавать приоритет своим интересам. А если мы станем союзниками, например, и у нас будет с ними договора, не на словах мы там, друг, привет, там, в государстве так не бывает. Есть договора, которые мы должны ратифицировать, поддерживать, там, 3-10. Вот если мы заключим с ними договор, я уверен, но вот не могу за государство полностью сказать, но те евреи, с которыми мне доводилось общаться, они знают цену слову. Я ни одного, вот кроме чеченцев, так слово придерживающих людей я не встречал, которые свое слово держат. Ну, возьмем кавказцев, в целом, которых я хочу сказать. Поэтому, я думаю, государство также будет, особенно если это договора, межгосударственные договора, я думаю, будут придерживаться. Почему? А то, что интересы, конечно, они у них будут. Так, интересный разговор. Чечен пришел помогать нам. История говорит, что евреи не заселились в чеченские дома, когда как чеченские братья, соседи мусульмане, устраивали танцы от радости и до сих пор не возвращают некоторые дома и земли. Аргумент, Беслан, а ну-ка возрази. Вы, кстати говоря, можете позвонить мне на WhatsApp и давайте обсудим, я включу, чат сделаем и мы обсудим этот момент. Беслан, чечен, если есть желание, можете выйти на связи и обсудим. Беслан, Израиль помог Чечне врачебным оптом, но Чечня даже спасибо не сказали. Гость говорит.
Так, это что за ГОСТ? А ну давайте послушаем вас. Только уважительно, парни. Мы союзники. Нам, кроме фашистской России и Лубянки, у нас врагов нет, запомните. Беслан, ты знаешь, что мусульманский Азербайджан вернул свой Карабах у союзника России Армении, используя оружие от Израиля? Вот тебе, Беслан, еще один аргумент. Получи гранату. Предложил аниматору Бэйн создать символ для Ичкерии. Это известность, что необходимо. И что? Шамиль не понял. Как и обещал, буду не снимая носить год. Вчера было выступление президента США Байдена. Что скажешь, будет больше помощи Украине? Да, это обязательно носи на здоровье. Скажу, что мне речь понравилась Байдена, я ее прослушал, я, по-моему, на канал у себя не успел ее выложить, потому что меня отвлекли, как обычно, и я не смог, или выложил, не помню сейчас, не выложил. Собирался выложить и не выложил. Выложу ее обязательно. Хорошая речь, как обычно, Байден очень хорошо говорит, очень четко говорит, несмотря на то, что он уже взрослый. Я думаю, дела пойдут еще лучше, я думаю. И в Украине солнце свободы, как известно, взойдет со стороны Украины. Мы все должны помогать Украине. И Байден сказал, что будет беспрецедентная помощь сейчас и Израилю, и Украине. Отлично просто, парни. Правду надо говорить, какой бы она ни была, как бы вам это ни нравилось и не соответствовало вашим религиозным убеждениям. Если сейчас чеченцы пойдут и скажут: а ну-ка освобождайте наши дома, в которые вы заселились, когда нас выгнали, то если они скажут, как это так, мы же тут живем уже 100 лет, это будет примерно то же самое. Что? Ну и дальше. Чечен, я полностью с тобой согласен. Я удивляюсь чеченцев, которые переживают за арабский народ Палестины, и у них чеченцы не могут в свой дом поселиться. Потому что в Ауховском районе живут люди, которые не хотят выходить, потому что вот им Россия разрешила там жить. Вот за это никто не вспоминает. Абсолютно все молчат. А вот за то, что в Палестине переживают. Правда, сейчас Азербайджан не поддерживает Израиль. Я думаю, это неправильно. Как не поддерживает? Вроде поддерживает это. Про горских евреев я ничего плохого не слышал. Беслан, ну теперь ты уже делишь хорошие, плохие. Они все там, и горские, и не горские. Все там живут и строят одно государство. Ситуация сейчас с Израилем, палестинцами по истории, там еще 1000 лет назад жили евреи, сыны Израиля, со времен еще Давида и Соломона. Да? В Израиле много русских агентов. Был такой агент Юрий Штерн, который протолкнул через Кнессет резолюцию, которая поддерживала в войне против Чечни. Он протащил строительство памятника Красной Армии Израиля. Да, не слышал, не знаю. Не слышал. Так, друзья, я так думаю, нам уже пора закругляться. Мы хорошо сегодня пообщались. Завтра, может быть завтра или же в воскресенье, я на чеченском языке проведу еще один стрим. А сейчас, я думаю, рекордная помощь я вам сейчас сообщу. США, Путин. Рекордная помощь США. Да, вот что я вам хотел сообщить. Азербайджан — это настоящий друг Израиля. Как мне кажется, видеть рядом с Азербайджаном, как мне хочется видеть рядом с Азербайджаном и Ичкерию. Ичкерию. Знаешь, Файтер, самое интересное, что и к Азербайджану у нас такие же чувства, вот, которые ты сейчас испытываешь к Азербайджану и Ичкерии, у нас, у чеченцев. И мы бы, отличным был бы союз такой. Если Азербайджан не захочет включиться в Туран. Если он пойдет в Туран, то могут немножко они быть против нас. Посмотрим. Аслан, что думаешь про Организацию наций народов, не имеющих представительства? Чили вышла оттуда 13 лет назад. Привет, Кара. Есть ли от нее толк, по-твоему? Ну, толк, наверное, есть, но особо большого я не вижу в этом толка. Да.
Мне кажется, знаешь, нация, не имеющих представительства, это такое унижение нации, мне кажется, народов. У тебя есть земля, у тебя есть правительство, у тебя есть народ, нация, и тебе отказывают. Ну, такой несправедливый этот мир, просто невероятно несправедливый мир. Ставим лайки, напоминает это. Мне кажется, только чеченцы и палестинцы могут пояснить миру, кто истинный враг. Палестинцы, кому могут палестинцы пояснить? Они сами не могут разобраться. Если палестинцы никак не хотят согласиться, чтобы был вообще Израиль и хотят ее полностью уничтожить, то как построить мир вообще между ними и как их помирить? Я думаю, это сейчас война, которая сейчас примирит, я надеюсь, примирит Израиль и арабов. И они заживут нормально, все новое сейчас, новое мироустройство будет. И Израиль будет жить спокойно, и арабы будут жить спокойно. Конечно, до сих пор сидят на нашей земле. Как делают это другие, мы тоже освободим свои территории. Мы решим это не так, как сейчас происходит между Израилем и Палестиной. Мы решим с нашими дагестанскими братьями мирным путем. Да, Алмула. Чеченские врачи начали учебу в Израиле. Да, Гост, я не слышал об этом. Я не слышал. Израиль очень много может дать чеченцам. На самом деле, среди евреев очень много искренних и, ну, на мой взгляд, мне так кажется, людей, которые сопереживают нам, готовы помогать. Мне кажется, евреи в этом смысле там, на чеченцев похожи. Они тоже лезут помогать, несмотря ни на что. И мы тоже лезем, даже когда не просят. В этом плане вот эта черта, она человечная черта. И нам просто представляли все это время пропаганда, что какой-то захватчик Израиль, там 500 миллионов, 400 миллионов арабов, и там сколько-то миллионов тогда еще, в начале их было меньше, чем сейчас, евреев. Да? И почему-то оккупант, агрессор всегда малочисленный. Очень напоминает вот этот русский вариант. Российско-чеченский конфликт это напоминает. Азербайджан не тот, с кем нужно сотрудничать. Такие же оккупанты, как и русские, арабы и прочие, которые не дают малым народам независимость. Да, очень интересно, справедливый человек. Еще одна тут тема для обсуждения появляется. Кому не дает Азербайджан независимости? Азербайджан вроде сам небольшая страна. Палестина исконно еврейская земля, говорит Дант. Евреи жили на этой земле 1000 лет. Это я могу сказать со всей уверенностью. Враг и израильтян, и палестинцев ФСБ. Много агентов среди тех и тех. России не нужен мир на Ближнем Востоке. Абсолютно, СЦ, абсолютно точно. Даже не надо кого-то поддерживать, а кого-то обвинять. Просто будьте за мир и за справедливость. Молитесь за всех, чтобы был мир и спокойствие. И не лезьте вообще в ненужные конфликты. Лучшие из евреев на Кавказе и на Западе. Это новоявленный президиум создан при одному лишь цели помешать деоккупации Ичкерии. Посмотреть на состав этого президиума. Шадид, ну ты сейчас переключил нас с арабско-еврейской темы на президиум наш и на Закаева. Шадид, ты не прав. И ты знаешь, что ты не прав. Закаев давно сошел с пути нашей независимости. Есть документы этому подтверждающие. Я не знаю, умышленно ты делаешь это, или ты заблуждаешься, искренне заблуждаешься. Потому что я-то не знал всей информации, и только вот начинал заниматься. Я не влезал никогда ни в Закаевщину, никуда. Но сейчас, после много информации, говорить о новоявленном президиуме, который был образован людьми, которые избрал народ, людьми, которые назначил президент Масхадов и парламент. Только у Аяда Идигова есть документ о том, что он назначен заниматься всей зарубежной деятельностью. От парламента подписанный Масхадов. У кого есть такой документ?
А? За все это время ни один, сейчас могут подделать, за все это время нет ни одного документа у Закаева такого масштаба. Понимаешь? Мне лично из человек правительства, так называемой театральной труппы, так называемое правительство Алмет Закаева, вербовал работать на русских. Меня вы в этом не убедите. Президиум будет, не будет. Я знаю, кто такой Закаев. И все. Мне это просто мне интересно. Вот появляетесь и начинаете топить. Вся вот эта закаевская вот эта пропаганда будет блокироваться автоматически отсюда. Хотя стоило бы вам объяснить, но если вы будете понимать, я буду пытаться донести, если вы аргументы, факты слушаете. Если не слушаете, так, удуется душу. Асан, спасибо за бодрые слова в адрес евреев. Всегда, пожалуйста, это. Правду говорить легко это. Абсолютно не трудно. И запоминать ничего не надо. Говоришь, как думаешь, и все. Дал мне Бог такую милость, что позволяет мне говорить то, что думаю, и правду. Баркал, дал рейс, массана, рейс. Так, я уже хотел заканчивать. Я видел евреев-арабов, которые очень за нас болели и болеют. Мир между ними не нужен только России, Китаю и Ирану. Ирану наплевать на суннитов. Однако они используют палестинцев, чтобы набирать очки. Да? Основном просто в тумане заблудился. В лесу не может найти дорогу. Но мы даем шанс. Подписывайтесь на канал Реалити и ставьте лайки. Да. Палестинцам просто нужно было согласиться с решением ООН развивать свое государство, взаимно признавая Израиль. Но вместо этого они начали нападать на Израиль и каждый раз терять земли. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. И на этой ноте, друзья, я заканчиваю наш стрим. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживаете. Мир Израилю. Слава Украине. Свободу Ичкерии. Господи, благослови Америку. Адикюэль. Маш ой, büyüz diye kalıyor şu meselede.